На этой неделе премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода в городе Нурек ознакомился с ходом работ по благоустройству и созиданию, которые развернуты в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В честь этого юбилея и с целью улучшения инфраструктуры селения и города в целом в Нуреке запланировано строительство 179 объектов. Из этого количества накануне состоялась церемония сдачи в эксплуатацию 5 объектов, и до празднования Навруза будут введены в строй еще 10 сооружений. Премьер-министр страны потребовал от ответственных лиц области и города Нурек активизировать работу по благоустройству и созиданию согласно указаниям и поручениям президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Также премьер-министр страны в городе Нурек ознакомился с деятельностью производственных цехов и предприятий и Нурекской гидроэлектростанции. На предприятиях города Нурек специалисты эффективно используют современное оборудование и технологии, и в рамках 4-й стратегической цели правительства страны ускоренной индустриализации планируется обеспечение промышленного прогресса. Нурекская ГЭС была введена в строй в 70-е годы прошлого столетия и в связи с длительной деятельностью нуждается в ремонте. Было отмечено, что при постоянной поддержке и усилиям основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с целью укрепления энергетической независимости в 2015-2016 годах было подготовлено технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и обновления Нурекской ГЭС, который будет реализован в 2 этапа в течение 10 лет. Затем делегация правительства страны ознакомилась с ходом берегоукрепительных работ и подготовки к новому поливному сезону в районах Фархор, Мирсаид Али Хамудони, Бусе и городе Куляб. В ходе ознакомления в городах и районах Кулябского региона было отмечено, что в настоящее время с привлечением отраслевой техники и механизмов продолжаются берегоукрепительные работы при финансировании правительства Республики Таджикистан и привлечении инвестиций в районы Фархор, Мирсаид Али Хамудони, Бусе и город Куляб. Премьер-министр страны Кохир Расулзода призвал рабочих и специалистов с использованием имеющихся возможностей согласно плану по скорейшему и своевременному завершению работ. Следует отметить, что ежегодно с наступлением теплого сезона уровень воды в реках страны повышается и возрастает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. В случае неусиления берегоукрепительных работ может возникнуть угроза значительного ущерба народному хозяйству страны. Было отмечено, государство и правительство Республики Таджикистан для предотвращения этих случаев принимает меры по выделению необходимых денежных средств и привлечения инвестиций. Также в городе Куляб премьер-министр страны ознакомился с ходом строительных работ на производственных предприятиях. Для восстановления деятельности производственных предприятий и цехов на основе успешной политики основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, принимаются конкретные меры. В настоящее время в городе Куляб ведут свою деятельность 52 цеха и предприятия, в которых обеспечены постоянным местом работы 1200 человек из числа местных жителей. Только в последние месяцы в результате восстановления деятельности предприятий и цехов в городе охвачены работой свыше 200 человек. В своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, объявил индустриализацию страны 4-й стратегической целью. Премьер-министр страны в ходе ознакомления потребовал от ответственных лиц направить деятельность производственных объектов города по выпуску импортозамещающей и конкурентоспособной продукции с тем, чтобы достичь 4-й национальной цели – ускоренной индустриализации страны. Карим Хайдар, Рану Азизи, специально для передачи «Панорама». Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Это форум для диалога, консультаций, принятия решений и осуществления мер на основе консенсуса по проблемам безопасности в Азии. Идея созыва совещания была впервые представлена на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 года. Первый саммит совещания был проведен в 2002 году.
На сегодняшний день членами этой организации являются 27 государств Азии, наблюдателями 8 стран и 5 организаций. Заседание специальной рабочей группы и комитета старших должностных лиц стран, членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое состоялось 14 февраля текущего года. В Душанбе под председательством Таджикистана наряду с рассмотрением вопросов противодействия современным вызовам и угрозам, а также экономических и гуманитарных направлений были обсуждены организационные вопросы предстоящего саммита глав государств и правительств стран-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проведение которого запланировано на 15 июня 2019 года в городе Душанбе. Учитывая разнообразие государств, членов и реалий, присущих Азии, в совещании осуществляется реализация мер доверия в области борьбы с новыми вызовами и угрозами в военно-политическом измерении, а также в экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях. Реализация мер доверия в этих областях создает достаточную атмосферу доброй воли и укрепляет взаимоотношения между государствами-членами. Касательно вклада СНД в обеспечение мира и стабильности в регионе, я хотел бы отметить, что это уникальная организация. Больше такой организации нет на азиатском континенте. Уникальность ее заключается в том, что СНД базируется на принципе консенсуса. То есть любое решение может быть принято при согласии всех государств. Для СНД нету главных или второстепенных государств. Все 27 стран-членов являются главными для нас, и без их вклада, без их голоса нормального функционирования нашей организации не может быть. На заседаниях специальной рабочей группы и комитета старших должностных лиц стран, членов совещания, принимают участие представители 22 стран-членов, 3 страны и 1 организация наблюдателей и секретариат совещания. Напомню, что 24 сентября 2018 года в ходе специальной встречи министров иностранных дел государств, членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в городе Нью-Йорк состоялась церемония передачи председательства в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии от Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан на период 2018-2020 годы. Я хотел бы отметить, что действительно впервые в истории Таджикистан принял председательство нашей общей организации. Это большая честь и большая ответственность для государства. До Таджикистана в течение 4 лет пост председателя занимала Китайская Народная Республика, которая внесла свой большой вклад в развитие нашего форума. И мы уверены, что Таджикистан с их идеями, с их инициативами, с их опытом смогут принести что-то новое, что-то конструктивное в деятельность СНД. Я уверен, что предстоящий саммит СНД станет одним из лучших в истории нашей организации. Республика Таджикистан является председательствующей страной совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. До этого председательствовали в совещании Казахстан, Турция, Китайская Народная Республика. Мы выражаем уверенность, что Таджикистан во время своего председательства внесет достойный вклад в наращивание и укрепление взаимодействия стран азиатского пространства. Карим Хайдар, Ану Азизи, телевидение Таджикистан. При курении сигарет никотин всасывается в кровь и действует подобно наркотику. Человек получает удовольствие и становится зависимым от табака. Кроме того, опасность представляют смолы и еще десятки токсических веществ, содержащихся в табачном дыме. Они оседают внутри бронхиального дерева, снижая местный иммунитет. Человек начинает кашлять, жаловаться на одышку, у него чаще развиваются бронхит, пневмония и другие недуги бронхов и легких. Заядлым курильщикам с большим стажем угрожает хроническое обструктивное заболевание легких. Пагубное влияние курения сказывается не только на внутренних органах, но и отражается на внешнем виде. На кожу курильщика обрушивается удар всего химического коктейля, который образуется в результате сгорания табака.
аммиак, синильная кислота, бутан, никотин, карболовая кислота, формальдегиды, пиридин, мышьяк, кадмий и другие. Кроме прямого повреждающего действия, есть еще и опосредованный механизм, через который курение вызывает преждевременное старение кожи. Каждая сигарета нейтрализует в организме 35 мг витамина С, аскорбиновой кислоты, который не может производиться внутри нашего организма и должен поступать извне. Одна из многочисленных функций витамина С – защита коллагена, вещества, которое отвечает за гладкость и упругость кожи. В отсутствие аскорбиновой кислоты коллаген разрушается, что способствует преждевременному образованию морщин, особенно вокруг глаз и рта. При курении кожа истончается. Недостаток кислорода приводит к плохому кровообращению, что вызывает истощение кожного покрова. Чем дольше человек курит, тем меньше шансов обратить дегенеративные процессы в коже и вернуть ей упругость и здоровый цвет. Независимо от того, существует или нет легкий способ бросить курить, бросать сигареты надо. Спасите себя, откажитесь от сигарет. Мы знаем, что курение на самом деле является очень вредной привычкой, и последние достижения медицины доказывают это. И то, что во всем мире сейчас объявлена война курению, объявлен запрет на курение, говорит само за себя. Курение является одним из основных факторов прогноза при всех онкологических заболеваниях. Согласно исследованиям, люди с определенными видами онкологических заболеваний головного мозга чаще использовали сотовые телефоны в течение 10 лет и более. По словам специалистов, большинство видов рака возникали на той стороне головы, возле которой люди обычно держали свои телефоны. Кроме того, врачи не рекомендуют использовать мобильные телефоны лицам, страдающим заболеваниями неврологического характера, включая неврастению, психопатию и неврозы. Также сотовый телефон оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Серьезный вред мобильные телефоны наносят детям. Специалисты рекомендуют родителям ограничить использование детьми мобильных телефонов. Врачи рекомендуют держать телефоны подальше от спального места и не носить их в карманах или рядом с телом. Всемирная организация здравоохранения в своей программе «Электромагнитное излучение и здоровье человека» констатирует медицинские последствия, такие как заболевания раком, изменения в поведении, потеря памяти, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, синдром внезапной смерти внешне здорового ребенка и многие другие состояния являются результатом воздействия электромагнитных полей. В честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в городе Душанбе активизировались мероприятия по благоустройству и озеленению. Саженцы хвойных и декоративных пород деревьев, цветники и кустарники придают столичным проспектам и паркам неповторимый вид и великолепие. В кампании по посадке деревьев принимают участие и млад, и стар. Так, работники управления эксплуатацией дорог города Душанбе организовали традиционный хашар, то есть всем миром. Высаживали деревья по рекомендациям и советам специалистов сферы. На площади 21 тысяча квадратных метров произведена посадка многолетних цветов. На площади свыше 2000 квадратных метров зимние сорта цветов. А на площади 2570 квадратных метров мы произвели посадку голландских тюльпанов. Используя имеющиеся возможности и ресурсы, учитывая климатические условия в городах и районах республики, принимаются необходимые меры по расширению посадки и выращиванию саженцев, укреплению деятельности хозяйств, занимающихся выращиванием саженцев, широкому использованию научных достижений и передового опыта в процессе производства и выращивания. Карим Хайдар, Рану Азизи, телевидение, Таджикистан.